Сегодня мы с вами вновь побываем в селе Кудыкёль Киндигирского национального наследия Алёкминского улуса и познакомимся с приемной семьей Парниковых. В день нашего приезда Анастасия Алексеевна была в отъезде, и дома нас ждала встреча с Александром Егоровичем и детьми. У появления в семье Парниковых 10 приемных детей есть своя история. Своих хотели, да, детей. Жена заболела, 7 лет хотели ребенка, не получился. Жена в больницу попала там. Как раз там здесь глава работала, Проскопия Петровна. Ей спасибо, она помогла. С Настей поговорила. Настя мне звонит с города, хочу ребенка, своих нету. Думаю, говорила. Я согласилась. Без детей-то как. Она взяла якутку, 4-месячная была. Маленькая, крупная была. Привезла. Первая испугался я. Маленькая, совсем худенькая была. Полюбили, она сейчас самая у нас любимица. Сейчас учится хорошо. 8 класс закончила. Потом она сестру хотела. Сестра мне с детьми играла. Вечером приходила, сестра хочет, хочу, говорила. Арафюлину Шуру взяли. 4 года. Сейчас она полицейскому учится, уже взрослая. Брата хотели, старшего взяли, Максимова. Так и туда поехала. 2 парня были. Они уже взрослые были, 17 лет. Мама, когда в город поехала, там опека, позвали, там что-то мальчики были, хорошие мальчики были. Только им по 17 было. Детдом хотели отправить, да. Она их собрала, себе забрала сюда. То есть таких больших мальчиков? Ага. Хорошие парни были. Баню построили, гараж помогли. Летом они приезжают, скоро еще будут. Помощь приемных детей, безусловно, радует родителей. 16-летняя Таисия показала нам дом, уютно обставленные комнаты всех членов семьи. Мы были приятно удивлены порядком, который поддерживается в семье с таким большим количеством детей. И все это во многом благодаря девочкам Таисии, Диане, Даше и Динаре. Приемные дочки вместе с Анастасией Алексеевной каждое лето высаживают цветы в клумбах, создавая уют во дворе дома. Анастасия Алексеевна – родная сестра героини нашей прошлой передачи Марии Алексеевны Неустроевой. Приемная мама многому учит своих дочек. Динара, тебя мама чему учит? Что ты делаешь потом? Учит всему, чтобы было нам хорошо, спокойно. Я научилась посуду, полы мыть, огород сажать, цветочки поливать. На данный момент, когда мамы нет, я готовлю еду. Поливаем огород, моем дом и так далее. А у Александра Егоровича главные помощники по хозяйству – сыновья – 16-летний Игнат, 13-летний Михаил и 12-летний Ярослав. Они помогают отцу на пилораме, приобретая трудовые навыки и получая основу рабочих профессий. Папа, какие качества вас закладывает, чему вас учат, чтобы это пригодилось вам в жизни, когда вы вырастете? Я научился пилить дрова, водить трактором. У меня обязанность по дому пилораме, дрова складываем, дрова пилим. Жизнь в непростых труднодоступных условиях определяет необходимость каждодневного труда и четкой организации семейного быта. За 15 лет воспитания приемных детей Александр Егорович и Анастасия Алексеевна Парниковы накопили большой опыт преодоления возникающих трудностей. Своим примером, трудом, здоровым образом жизни они закладывают в приемных детях правильную основу,
которое определит их успешное будущее. Все дети, воспитывающиеся в семье Парниковых, благодаря Анастасии Алексеевне и Александру Егоровичу, когда-то не попали в детские дома, и теперь их семья – семья Парниковых. И вот так вместе они живут уже много лет большой дружной семьей. Александра, у вас получается вот дети, да, с разными характерами, с разными генами. Да. Наверное, бывают сложности, да, какие-то. Да. Расскажите, Ну, как вы это преодолеваете? все есть. Бывает. Ссоримся, празднуем. Вот. Ну, с девочками мама, вот. Я с мальчиками всегда на работу беру, на тракторе учу, в машине учу. 16-летний Игнат многому учится у приемного отца. Он уже работает наравне со взрослыми, выполняя поручения отца и участвуя в жизни своей семьи. Уделяет Игнат при этом время и учебе. Собираюсь 10 класс закончить в городе Якутск, в лицее СВФО. Собираюсь поступить в математический факультет. В будущем хочу стать юристом, либо бухгалтером. Хочу стать я прокурором. Девочки Таисия и Динара, во всем помогая маме в теплице и на огороде, тоже готовятся к дальнейшей учебе и строят планы на будущее. Я планирую поступить в СВФУ и в педагогическое направление, стать математиком, да, учителем математики. Для этого придется сдать профильную математику, но она мне легко дается. Легко учусь, понимаю. Я хочу в будущем стать ветеринаром, чтобы лечить всех животных от болезней. Мы уверены, что планы всех приемных детей семьи Парниковых исполнятся, и они станут хорошими специалистами и достойными людьми. Мы благодарим приемные семьи Неустроевых и Парниковых за гостеприимство и продолжим знакомить вас с новыми героями. Знакомьтесь, Майя, Данил, Максим и Семен. Майя у нас очень активная девочка. Нынче перешла в 8 класс. В школе тоже активистка, хорошо учится, по всем предметам успевает. Любит рисовать, очень хозяйственная девочка, всем помогает. И посуду мыть, и все делает. Помогает ухаживать за малышами. У нее здесь очень много друзей, все ее очень любят, уважают. Главное увлечение Майи – рисование. Это я рисовала, в защиту природы, у нас есть выбор, либо беречь природу, и чтобы она была такой красивой, либо же мусорить, не беречь ее. Я люблю танцевать. Сейчас я хожу в лагерь, танцевальные, современные танцы, и занимаюсь там, учу всякие движения, танцы. Еще я люблю готовить. А что ты умеешь готовить? Готовить я умею много чего, там разные супы, вторые, выпечку разную могу готовить. Майя очень любит своих братьев. Маленького зовут Сеня, средний у нас Максимка и старший Данил. Сеня в этом году закончил 1 класс. Мы очень любим рисовать, любим заниматься легой и лепить. А Максимка у нас подвижный, очень любит такие быстрые подвижные игры. И в то же время, когда садится, он тоже очень любит играть в лего, собирает такие интересные разные. У нас что это? Самолет из вертолета. Самолет из вертолета, да? Данил, у нас 5 закончил. Он в классе, имеет такой вес, он помощник старосты. Занимается Данил в военном клубе. Я сейчас хожу в Молодую Якутию, там
разбираем, собираем автоматы, вот эти магазины, патроны. Собираем, разбираем. Тебе это нравится, да? Да, еще там, за 30 секунд отжимаемся и приседаем. Сколько ты сможешь сделать за 30 секунд там. А сколько ты делаешь за 30 секунд? Приседания 31, а отжимания 22. Есть свои достижения и у Максима. Это сертификат участника проекта «Безопасное поведение детей в сети интернет». От чего такой веселый? Я проснулся в этот день. От чего вставать с кровати? Мне с утра совсем не лень. На вопрос ответ простой. Это лето к нам пришло. Самый младший из братьев, Семен, любит заниматься творчеством. И я хочу показать вам свои рисунки. Это я делала такого вот чудика. Это город такой весь в снегу. И вот Днем матери. Данил, Максим и Семен, как и все мальчишки, большие любители футбола. С удовольствием занимаются они и на турниках, спортивных снарядах, причем Майя ничуть не уступает братьям в физической подготовке. Дети очень дружные, позитивные и открытые. Они помогают и поддерживают друг друга, и мы надеемся, что найдутся те, кто примет их в свою семью.